знаете, что формирует народ? Да? Народ, многонациональный народ России. Конечно, это общность языка. Конечно, это общность культуры. Но события текущие показывают, что не менее важна и общность истории, одинаковое понимание тех исторических процессов, которые проходили на территории России с древнейших времен до настоящего времени. И именно поэтому исторический парк является таким удобным инструментом в историческом просвещении, который как раз формирует единое историческое пространство всей нашей страны. Ведь наши парки присутствуют от Южно-Сахалинска и Якутска до Санкт-Петербурга. И в ближайшее время мы надеемся, что они будут размещены также в новых субъектах Российской Федерации. Опять-таки, исторический парк как инструмент для образования, для просвещения сложно переоценить, потому что с помощью мультимедийной платформы мы здесь постоянно можем говорить о новых аспектах нашей истории, привлекать внимание к региональной истории, и выставка, посвященная столетию республики, тому самый прекрасный пример, одна из лучших выставок, которую мы проводили в течение 2022 года по всей сети исторических парков. Это и федеральные темы, потому что, например, в прошлом году вся страна в соответствии с указом президента отмечала 800-летие Александра Невского, а в этом году тоже в соответствии с указом президента это фигура Петра I. И именно благодаря мультимедийным возможностям исторического парка можно эти экспозиции показывать, менять, рассказывать о значении подвига этих людей, в первую очередь школьникам. Поэтому уверен, что ресурс исторического парка в Якутии, он востребован, он нужен. Более того, мы с вами начали новую программу по профориентации школьников. В этом плане очень важно показывать не только наше героическое прошлое, оно, безусловно, заслуживает того, чтобы его знали, им гордились, но также и перспективы будущего. И профориентация – это вообще про будущее, про то, как быть счастливым в выборе своей профессии. И вот эти, получается, весы, с одной стороны прошлое, с другой стороны образ будущего конкретно для тебя, это то, что делает проект «Россия. Моя история» в Якутске очень интересным и востребованным. Хорошо. Почему исторический парк именно наш стал первым на Дальнем Востоке, именно в Якутске? Я вам так скажу, потому что в республике Саха живут очень трудолюбивые, героические люди, которые способны были за 7 месяцев, это вообще беспрецедентно в условиях северной, соответственно, мерзлоты, возвести это здание, запустить его, и вот уже 5 лет оно служит людям. С каждым приездом, а это третий мой приезд в Якутск, мы видим, как здание развивается, как оно становится интереснее, как появляются новые точки, как появляются новые экспозиции. Поэтому не случайно, что именно в Якутске на Дальнем Востоке исторический парк был открыт первым. Это все потрясающие люди республики. В чем особенность системы исторических парков, в отличие от традиционных музеев? Вы знаете, наша ключевая особенность в том, что мы являемся мультимедийной платформой. В этом смысле мы можем очень быстро менять экспозиции, не теряя качества. В прошлом году только в Якутском парке у нас прошло порядка 50 экспозиций. Это очень много, за этим стоит огромный труд, но вот эта мультимедийная технологическая платформа позволяет быстро менять экспозиции. И что это в свою очередь позволяет? Это позволяет быть в повестке и отвечать на самые востребованные вопросы и среди населения, и среди молодежи. Поэтому это та форма, которая, мне кажется, состоялась, которую, безусловно, нужно развивать, но которая заходит в первую очередь молодежи и школьникам. Мы говорили о билете в будущем. Это уникальный проект, да, который не имеет аналогов. Ну, а какие еще проекты планируются в будущее время на базе исторических парков? Вы знаете, для нас самый, наверное, большой вызов – это экспозиция, посвященная текущим событиям. Это специальная военная операция, это процессы исторические, которые прошли на территории Украины с X века до буквально 21 века. Это процессы очень разные. И нам очень важно подготовить выставку, которая расскажет, какие причины, какие движущие силы формировали тот конфликт,
в который мы вынуждены были вступить, и можно сказать, что нас втянули. Поэтому вот это для нас большая задача. Следующая задача, она связана с годом педагога и наставника. Следующий год мы отмечаем год педагога и наставника по всей стране. А ведь кто такой педагог и наставник? Это не только наш учитель, хотя многие наши учителя заслуживают поклона и благодарности за вклад в нас самих. Это и герои нашей истории. Это те люди, которые нас вдохновляют, наши наставники. И вот об этом мы тоже будем говорить очень подробно. Третья задача, которую мы ставим для себя, это экспозиция, которая будет посвящена культурному коду нашего большого многонационального народа. Что нас делает одним народом? Мы зададимся этим вопросом и сделаем такую, знаете, выставку исследований. Мы очень надеемся, что у нас получится хотя бы нащупать этот ответ, который в свое время был дан еще нашей философии 19-20 века. Хорошо. Вопрос по нашей выставке. Вы сегодня прошлись по современной истории Якутии, и нам бы хотелось узнать, удалось ли поддержать общий стиль и занять достойное место рядом с федеральными выставками, 4 экспозициями. Знаете, я вам честно скажу, я восхищен. Это отличная работа и по стилю, и по подаче информации, и по ее количеству, потому что выставка будет интересна и тем, кто не очень любит историю, они увидят основные вехи, и им в этом смысле будет увлекательно. А с другой стороны, ценителям истории там тоже есть что посмотреть. Уникальные архивные документы, хроника, артефакты. Все это делает выставку действительно уникальной, и она сделана с такой, знаете, как мне кажется, здоровой амбицией показывать ее в федеральном масштабе. Это очень правильно. Еще раз говорил, что ты приходишь на выставку, ты понимаешь, условно, задачи, которые в начале 20-х годов были поставлены перед республикой. Задачи, независимо от формы правления, от строя, эти задачи актуальны для людей. И ты понимаешь, как они реализовались через 100 лет, да, перед человеческим обществом всегда стоят определенные вызовы, всегда хочется достичь большего, но в целом ты понимаешь, что за эти 100 лет те задачи, которые были сформулированы, они достигнуты. И это дорогого стоит, это правильное драматургическое впечатление. Я поздравляю наших коллег из Якутского парка с этим удавшимся и очень качественным проектом. Отлично вообще. Каковы перспективы по развитию проекта исторических парков, в принципе, в целом вообще? Вы знаете, наша основная сейчас перспектива, тактическая, да, связана с тем, что технологическая платформа потихонечку устаревает. У нас есть парк проекционного оборудования, который потихонечку выходит из строя. И наша основная задача, в соответствии с поручением президента Российской Федерации, обновить технологическую платформу. Мы это должны сделать здесь, в Якутске, до декабря, поскольку Якутский парк попал в первый этап обновления. Это очень важно, это тоже результат работы и парка, и его коллектива, и Дмитрия Ивановича, как его руководителя. Это наша такая тактическая первоочередная задача. В дальнейшем мы видим, что исторические парки должны стать центрами исторического просвещения, профориентационной работы и формирования вообще образа будущего у нашей молодежи. Хорошо. Чем именно наш Якутский исторический парк выделяется среди остальных? Вы знаете, у вас хороший пример, как парк участвует как в федеральной повестке, так и работает на продвижение региональной повестки, региональной истории. Вот этот симбиоз, который здесь получился, когда в федеральные выставки силами вашего коллектива вплетаются региональные истории, когда вы готовите самостоятельные региональные экспозиции, это тот кейс, который можно ставить в пример. Поэтому я думаю, что как раз вот умением сочетать федеральную повестку и региональную, так, чтобы она не противоречила друг другу, а взаимодополняла, это как раз то, чему можно учиться у Якутского исторического парка. И последний вопрос. На чем должен акцентировать свое внимание исторический парк, вообще любой? Первое, мне кажется, нужно понимать нашу основную задачу. Это историческое просвещение и формирование чувства живой сопричастности истории нашей Родины. Патриотизм — такое слово сейчас во многом скомпрометированное, потому что избитое, а вот живая сопричастность, ощущение себя в потоке истории, что за тобой стоят тысячи твоих предков, и впереди твоя задача, чтобы тысячи твоих потомков развивали эту землю. Вот это важная задача исторического парка.